Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Ежегодно 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. У нас в республике к этой дате приурочены массовые городские гуляния, концерты и торжественные награждения семейных пар. Проводится чествование долгожителей семей, проживших в браке более 25 лет, и многодетных пар. О значении праздника, о проводимых в этот день мероприятиях, о поддержке семейных ценностей мы сегодня и поговорим. Наши гости в студии: Елена Теплякова, заместитель министра труда и социального развития республики. Елена Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. 8 июля отмечаем День семьи, любви и верности. Знаем историю про Петра и Февронию Муромских, но тем не менее напомните нашим зрителям о значении, о важности этого праздника. Да, действительно, вот этот праздник, 8 июля, День семьи, любви и верности, он включен в систему государственных официальных праздников. В 2022 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ об этом празднике. Он носит государственный статус. Это говорит о том, что на государственном уровне выделяется очень большое внимание. В знак признательности семьям вот учрежден такой праздник. Да, исторически он связан с памятью о святых супругах Петре и Февронии Муромских. Много веков назад они были канонизированы еще в 1547 году. И благодаря их жизненному пути, несмотря на все невзгоды, они сохранили как супруги любовь, верность, уважение, и, несмотря на те невзгоды, которые им пришлось пережить. И вот, они являются на сегодня покровителями семьи, брака. И вот такое вот высокое значение придается в виде этого праздника для семей. В республике традиционно сохраняются многопоколенные семьи, в которых достойно воспитываются дети, формируются отношения к родине, к родителям, к старшему поколению. И вот благодаря этому празднику он имеет очень большой статус для нашей республики в том числе. Ну, тогда давайте поговорим о том, какие мероприятия у нас в республике запланированы. Очень большой спектр мероприятий будет проходить на уровне всех муниципальных образований. Это различные мероприятия в виде открытых дверей по тем организациям, которые предоставляют меры поддержки, оказывают помощь, различные услуги. Это круглые столы, мероприятия для детей, очень много флешмобов, благотворительных акций в поддержку семей участников СВО. Символом праздника является ромашка. Будут также для детей организованы мероприятия по изготовлению этого символа. С утра будет проходить в храме Пресвятой Богородицы молебен в честь святых Петра и Февронии, который завершится семейным парадом. Ключевое мероприятие состоится на площади в республике в час дня, на котором будут вручены медали за любовь и верность. Вот символом этого праздника является ромашка. И в 2008 году, достаточно давно уже, были изготовлены медали для тех супругов, которые прожили совместно и достойно прожили свою супружескую жизнь более 25 лет. Вот эти медали также будут вручаться по всей республике. В этом году мы получили 120 таких медалей. Вот 120 достойных семей, которые прожили более 25 лет, будут награждены этими медалями. Также основное событие будет по подведению итогов конкурсов. Конкурс традиционно у нас по линии министерства проводится «Признание в любви». По линии ЗАГС очень много мероприятий будет. Также проводиться торжественная регистрация молодоженов. Также они проводят конкурс, фотоконкурс «На крыльях любви». И такое важное мероприятие, как награждение победителей республиканского конкурса «Семья года». Вот, у нас 8 номинаций по этому конкурсу. И вот победители этого конкурса будут награждены тоже в рамках этого торжественного мероприятия. Также по линии Министерства культуры в двух больших государственных музеях имени Ярославского и имени Решетникова также будут проводиться мероприятия. То есть здесь будут спортивные мероприятия проводиться. То есть
Каждый найдет для себя интересное мероприятие и может принять участие абсолютно свободно. А вот конкурс «Семья года», кто вообще может претендовать на такое звание? Да, этот, скажем так, в системе семейных мероприятий этот конкурс занимает ключевое событие. Он у нас в республике начал проводиться с 2022 года, уже в 25-й раз, можно сказать, юбилейный. Да? Он проводится по 8 номинациям. В прошлом году была дополнительно введена номинация «Семья защитника Отечества». Участвуют порядка 100 семей ежегодно в этом конкурсе. В этом году были представители семей из 26 муниципальных образований. 8 номинаций – это у нас молодая семья, многодетная семья, сельская семья, семья-хранитель традиций, кочевая семья, золотая семья – это супруги, прожившие 50 и более лет, приемная семья, тоже это новая номинация для приемных родителей. И вот новая дополнительная номинация «Семья защитника Отечества». Каждой номинации, победителям в каждой номинации присуждается премия главы республики в размере 300 тысяч рублей. Но помимо этого у нас же в республике проводятся и другие меры поддержки, и политика вообще реализуется так, чтобы демография показывала устойчивый рост. Да, несмотря на демографические вызовы, которые характерны для всей страны, республика не исключение, уже достаточно давно, порядка 6 лет, с момента, скажем так, реализации национальных проектов, вначале это был нацпроект «Демография» 5 лет, потом, реализуется нацпроект «Семья». Каждый год практически за весь этот период в республике принимались и совершенствовались действующие меры поддержки. Конечно же, это система материнских капиталов, дополнительно к федеральному материнскому капиталу, который может быть использован по линии социального фонда на первого ребенка, а также на второго. У нас в республике предоставляется региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, который составляет 30% от федерального. То есть это дополнительная особенность дальневосточных субъектов. Любимый целевой капитал в республике, который был учрежден главой республики, самый, скажем так, востребованный, популярный, который присуждается каждому рожденному ребенку. С 2005 года республиканский материнский капитал уже предоставляется не только на третьего ребенка, а на каждого последующего. И вот эта система капиталов, как федеральных, так и региональных, позволяет семьям реализовывать, скажем так, свои мечты в виде улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта. Очень много там направлений. Вот основные такие ключевые, конечно, это жилье и автотранспорт. И мы видим очень хорошие примеры, когда семьи реализуют свое право. Вот очень большая поддержка оказывается многодетным семьям, потому что республика находится на первом месте по числу многодетных семей в Дальневосточном федеральном округе. Более 37 тысяч семей у нас в республике проживает со статусом многодетных. И с каждым годом это количество увеличивается, что нас очень радует. И за последние 6 лет количество многодетных семей выросло на 26%. Это очень высокий показатель. Мы гордимся этим. И система поддержки многодетных семей тоже достаточно широко признана для оказания помощи многодетным семьям. Есть меры поддержки для многодетных семей, которые не зависят от дохода. Вот в 2024 году указом главы номер 300 республики были введены дополнительные меры поддержки именно многодетных семей. Это 30% жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание в школах. И вот мы видим, как эти меры тоже востребованы. И самое главное, что они присуждаются именно за статус, независимо от дохода семьи, что очень важно. Но у нас в республике еще есть такая организация, которая называется «Семейный МФЦ». Их несколько филиалов, да, причем в разных районах они расположены. А вот по каким вопросам туда можно обратиться? Да, это вот новая технология работы, которая называется «Семейный многофункциональный центр». Они создаются на базе наших государственных организаций, системы социального обслуживания. На сегодня их в республике 7.
Они начали создаваться с Черепчинского района. Первый, который был у нас в Черепче создан, семейный МФЦ. Далее, значит, в городе Якутске, в Намцах, в Мирном, в Алекминском, Бусялданском и Меган-Кангаласском районах. Вот на сегодня 7 МФЦ у нас работает. За 2 года, 24-25 год, почти 6500 семей обратилось в эти организации. И более 4500 получили помощь, то есть вышли из трудной жизненной ситуации. Это 71% от числа обратившихся. За первое полугодие, когда уже вот все эти 7 центров семейных работают, обратилось 3500 семей, 2500 получили помощь, и это составляет 75%. То есть мы наблюдаем увеличение количества не только семей, которые обратились в наши МФЦ, но и повышение эффективности оказания услуг, которое тоже вот растет достаточно большими темпами. И вот замечательное событие, которое произойдет 8 июля, мы открываем 8-й семейный МФЦ в городе Вилюйске. Это будет в час дня по адресу Пушкина, 20. И самое главное, что хотелось бы здесь подчеркнуть, что очень важную роль в открытии МФЦ играют главы муниципальных образований, которые заинтересованы в создании таких учреждений, и которые помогают нам с предложением по материально-технической базе. И вот на сегодня у нас уже в республике будет 8 семейных многофункциональных центров. Ну, еще один вопрос у меня для вас остался. Если человек хочет принять в свою семью ребенка, какой алгоритм действий нужно здесь произвести, что вы посоветуете? Да, у нас есть такие граждане, которые принимают в свой дом и в свое сердце детей под опеку. Это приемные родители, и они, очень хочется выразить им большую признательность и, самое главное, уважение за тот труд, который они, за то счастье, которое они приносят детям. В республике 232 приемные семьи, в них воспитывается более 620 детей. Это такая форма замещающей семьи. Все вопросы, связанные с опекой и попечительством, они решаются на уровне органов опеки, которые находятся при каждом муниципальном образовании. Для того, чтобы стать приемным родителем, самое главное, надо получить заключение. Заключение основывается на, скажем так, таких значимых мероприятий. То есть нужно пройти, значит, школу приемных родителей, но она бесплатная. В каждом нашем организации можно это осуществить. Подтвердить свою дееспособность, то есть нужно, чтобы было здоровье, хорошие доходы и, значит, отсутствие учета у психиатра-нарколога. То есть вот при наличии таких вот показателей положительных орган опеки может дать заключение, и можно решать вопрос о приеме ребенка в свою семью. Ну что ж, Елена Юрьевна, большое спасибо, что пришли к нам. Поздравляю вас с праздником. Всех сегодня хочу поздравить с этим замечательным праздником, пожелать семьям благополучия, потому что каждая семья для каждого из нас – это опора. Это та опора, на которой вырастаем мы, потом вырастают наши дети. Вот эта многопоколенная крепкая семья является основой любого государства. И, конечно, у нас таких семей очень много, мы можем гордиться такими семьями. И вы приходите на площадь республики в час дня, где будут чествовать многодетные семьи, супружеские пары, прожившие 50-60 лет. И будет очень хорошее мероприятие. Пожалуйста, приходите. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.